Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 30 марта по 5 апреля 2020 года для раков. Посмотрим, что ждет на этой неделе. Основная карта Паж чаш. Отношения, работа. Так, цветы тут наши мешают. Финансы, совет. Дополнительно достанем карты из Ленорман. Три карты на отношения. Снова лилия. Три карты на работу. И две карты на финансы. Карта Паж чаш очень многое в жизни открывает. Какие-то есть возможности, которые приходят на этой неделе к ракам, и их нужно обязательно удержать, нужно ими воспользоваться. Вот самое лучшее настроение, самое лучшее состояние для раков на этой неделе – это вот такая живость, интерес, любознательность и желание попробовать новое. Это вот самое замечательное, что вам позволит не бояться нового. Здесь и денежки вы можете заработать, и реализовать себя как-то по-новому. Могут быть какие-то хорошие предложения, которые покажутся пока, может быть, не такими уж внушительными, да, но вот за них нужно браться, потому что именно в этом направлении будет у вас рост. Вообще вот то, что приходит на этой неделе нового, это, скорее всего, и будет обеспечивать ваш рост в ближайшее время. То есть нужно за это хвататься. Кроме того, здесь может быть какое-то удивление, здесь может быть какой-то подарок, может быть даже какое-то предложение очень интересное. Но карта говорит о том, что вы будете все делать очень легко, начинать будете легко, будете все играючи, да, очень хорошая карта. Ну и кроме того, с детьми связанная, если у вас работа касается работы с детьми, здесь тоже удача, если что-то касается ваших деток, если они у вас есть, тоже здесь будет удача. Ну, очень карта хорошая для развития творческих способностей, каких-то, знаете, выявление талантов. Вот может как-то неожиданно проявиться талант у вашего ребенка. И вот если вы это заметите, да, то вот делайте на это ставку, делайте на это акцент, потому что неделя такая, которая говорит о том, что вот что приходит новое, то начинает расти. Для отношений выпадает шестерка пентаклей. Карта говорит о том, что придется в отношения вкладывать, с отношениями нужно работать, нужно создавать какую-то материальную базу, заниматься вопросами денег, может быть, какого-то имущества и так далее. Шестерка пентаклей – это у нас Луна в Деве, да? Луна в Деве – это значит, что все наши заботы о близком человеке, о его здоровье, благополучии, заботы, знаете, когда мы должны прям заботиться, да, то есть это наш близкий человек, это наш супруг, и вот у нас есть такое чувство долга по отношению к нему. И, может быть, не всегда будет хотеться нам этим заниматься, и мы будем этим чувством долга себя заставлять, может быть, да. И Луна говорит о том, что нам это будет, может быть, сложно иногда эмоционально, может быть, иногда нам будет хотеться вообще уединиться, или, может быть, будет хотеться закатить истерику, скандал, да, то есть такое не очень устойчивое состояние может быть в отношениях, но тем не менее вы все-таки свой долг выполняете, может быть, это не так легко дается. Для тех, кто ищет в поиске партнера, выпадает карта Лилия. Скорее всего, у вас здесь будет такое желание, может быть,
слишком уж идеализировать того человека, которого вы хотите встретить. А карты говорят о том, что вам нужно поменять вот этот свой идеал, потому что вы такого не встретите. Нужно смотреть на будущее со своей половинкой, да, которую вы мечтаете встретить, более трезво, более реально, как труд тяжелый, как исполнение каких-то обязательств перед ним, да, когда мы находимся вместе, когда нам легко, когда нам тяжело, когда у нас есть настроение, когда нет, а вы вот тут слишком идеализируете. Либо ищете такого, подгоняете под свой идеал, да, либо, может быть, даже найти не можете, потому что вот таких не существует людей, которого вы хотите встретить. А для тех, кто в паре, тройка, выпадает корабль, и здесь будут перемены какие-то значимые в отношениях. Может быть, будете как-то перестраивать свою жизнь. Может быть, будет меняться как-то образ жизни ваш, да, вот совместный. А может быть, круг знакомых будет меняться, либо вы кого-то исключите из круга знакомых. Может быть, это временно, конечно, на неделю, да, но вообще карта корабль – это все-таки перемены такие вот назревшие и надолго. Что еще здесь может быть? Какое-то может быть... Вообще вот эта карта путешествий, но так как у нас путешествия запрещены, вот в принципе может быть путешествие вот по какому-то чувству долга, да, может быть там нужно к родителям поехать или еще что-то вот в этом роде, да, если только так. А в общем, это просто изменение образа жизни, скорее всего. Может быть, кстати, какие-то новые у вас предприятия. Может быть, вы со своим партнером затеете какое-то дело коммерческое, да, и для вас это вот таким образом проиграется, перемены. Ну, в общем, перемены в любом случае на этой неделе для раков. Эта карта также говорит о том, что нужно о будущем подумать, как вы вместе будете развиваться, то есть какой ваш совместный путь вдвоем, к чему вы хотите прийти. Для тех, кто в ссоре, птицы, выпадает дополнительная карта. Скорее всего, здесь будет много бесед, много, может быть, телефонных звонков, много разговоров. И, в принципе, есть возможность помириться, но, опять же, это нелегко дастся. Скорее всего, настроение у вас будет такое переменчивое, да, но вы считаете, что это нужно сделать, и поэтому, скорее всего, примирение произойдет. Но, опять же, если вы не будете, допустим, выносить ссоры из избы, если вы не будете говорить плохо о своем партнере кому-то там из друзей, подруг, допустим, да, или из родственников, то здесь нужно один на один общаться. Тогда вот есть возможность этот вопрос решить. Для работы выпадает старший аркан влюбленные для раков. Здесь в работе либо какое-то направление новое будете открывать, либо сразу в двух направлениях нужно будет работать, либо нужно будет какой-то выбор делать, решение какое-то важное принимать. Также вот эта карта, она связана у нас астрологически с близнецами. Может быть, это касается обучения, да, может быть, у кого-то, кто-то занимается с учениками, допустим, дистанционно, или может быть, здесь какие-то консультации проводятся, общения много, коммуникации, какие-то документы, да, вот здесь вот какой-то выбор нужно делать между разного рода делами, либо придется сразу одновременно действовать в двух направлениях. Такое тоже может быть. Для тех, кто в поиске работы, вот выпадает дополнительно карта лиса. Здесь либо, может быть, вам пообещали и не выполнили, да, может быть, у вас было, допустим, была возможность, и вы уже, может быть, готовы были согласиться на какую-то работу, а вам говорят, нет, не нужно. Либо, наоборот, у вас здесь может получиться, если эта деятельность помогает вам творчески выражаться, то есть она как-то связана с вашей индивидуальностью. Тогда вот вы можете сделать выбор и поступить на эту работу. Для тех, у кого уже есть работа, карта Аист, перемены, то есть тут двойные у нас перемены. Перемены происходят в деятельности, может быть, это удаленная работа из дома, может быть, это вообще перемены в работе.
Может быть, вы вообще, допустим, заканчиваете одну работу и начинаете работу на дому, свою, может быть, свое дело какое-то, да, но в любом случае вот тут момент выбора будет у вас. Для тех, у кого свое дело, выпадает карта всадник. Это новые какие-то события приходят на этой неделе, новые люди, вот в связи с какими-то новостями, с какими-то переменами, связанными как раз вот с деятельностью, да, вам предстоит сделать какой-то выбор. Кроме того, вот эта карта связана с коммуникациями, эта карта связана с передвижениями, транспортом, новыми какими-то клиентами. В общем, здесь вот все как-то обновляется, ситуация обновляется, и вам нужно сделать выбор. Остаться в прошлом направлении, либо начинать новое. Либо отказаться от старого, начать новое. Либо двигаться в двух направлениях сразу. И вам здесь обязательно нужны помощники, потому что начинать-то вы можете все сами, да, но чтобы поддерживать это все в должном состоянии, нужно обязательно, чтобы у вас был рядом человек, который вот способен вас либо заменить, подменить, либо какое-то второе направление, допустим, возглавлять, поддерживать, а вы новым чем-то занимаетесь. Но в любом случае вам опора какая-то нужна здесь. Кроме того, вам, может быть, опора нужна и в плане оформление каких-то бумаг, документов, заключение каких-то соглашений. Для финансов выпадает король Пентаклей, очень хорошая карта, которая говорит о том, что могут приходить очень большие деньги. Здесь могут быть покупки-продажи недвижимости, покупки-продажи бизнеса. Здесь могут быть какие-то очень значимые подарки в плане подарков даже недвижимости, да, то есть очень хорошая возможность у раков для получения каких-то больших денег. И для тех, кто работает вот по кольцу, вы вполне можете заключить какое-то новое соглашение, да, новую работу, допустим, найти, да, где вы будете получать намного больше. Либо вы можете затеять сделку на этой неделе, которая принесет вам большие деньги. Может быть, вы, допустим, будете покупать или продавать недвижимость. Но здесь вот именно какая-то договоренность по обязательствам, может быть, даже ипотека для кого-то. Кроме того, здесь не зря вам приходится принимать решения, потому что если вы делаете какой-то шаг новый, вам придется долгое время уже потом в этом вариться, да. Но здесь вот все благополучно с деньгами, у вас очень хорошо, не бойтесь, если вот у вас какое-то предложение. Кроме того, может быть, для кого-то из раков здесь будет замужество или брак, ну, для мужчин, да, и здесь приходят деньги вашего партнера, приходят подарки от родственников, либо, может быть, что-то переходит к вам по наследству, или может быть какой-то подарок, допустим, от близких, от родителей, от семьи, допустим, такой значимый, как вот недвижимость, земля, участок, гараж, дача, ну что-то такое важное тоже для кого-то может быть. Но для тех, у кого нет таких глобальных событий, да, здесь может быть просто как-то что-то новое, которое впоследствии принесет хорошие деньги. И для тех, у кого свое дело, кто своим делом зарабатывает, здесь вот деньги могут приходить, знаете, вследствие того, что в мире происходит. Да? Вот эта карта, она отвечает у нас за Плутона, да? А Плутон это как раз как бы большие масштабы, да, то есть либо вы сможете какое-то дело такое осуществить в больших масштабах, которое принесет вам большие деньги, либо здесь может быть большая перемена. Одно уходит, другое приходит. То есть вот по этому аспекту, говорят же, да, у нас аспект миллионеров, вот может для кого-то из раков проиграться. Либо могут быть и сложности. Вот смотрите, если предпринять какие-то действия необдуманные, то можно и потерять, в принципе, да, то есть здесь вот нужно быть очень, очень осторожными. Потому что вот здесь вот именно карта активных действий. Вообще вот здесь вам советуется, если, допустим, какая-то возможность хорошая, вот именно в плане денег, то нужно очень быстро действовать, но обдуманно.
В совете шестерка мечей, тоже карта перемен, то есть для раков это неделя перемен. И шестерка мечей, она всегда говорит о том, что вы готовы к переменам, и вы можете ими воспользоваться именно в это время, либо начать на этой неделе. Так, шестерка мечей, шестерка мечей. Ну, это Меркурий у нас в весах, а значит... Ну, весы – это новые какие-то соглашения, это договоренности новые, да, а Меркурий – это передвижение, перемена, это новые коммуникации, новые документы. Ну, то есть вполне возможно, да, у вас здесь что-то серьезное такое намечается на неделе, и как совет нужно на это соглашаться, потому что вы к этому готовы. У вас есть все шансы на победу, на улучшение жизни. Дорогие друзья, желаю вам самого лучшего, чтобы все только лучше сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.